Доброго времени суток, меня зовут Петров Алексей, ученик 11 класса Маленского лицея. Разрешите представить научную работу на тему исследования возможностей применения базальтовой пластики в авиастроении. Сейчас очень важно, чтобы детали и узлы летательных аппаратов были изготовлены из самых прочных, самых термостойких материалов. Есть класс материалов, который удовлетворяет этим и еще многим требованиям. Этот класс материалов называется композиты. В настоящее время в авиации применяются такие композиты, как стеклопластик, углепластик и органопластик. В данной работе мы рассмотрели возможность замены стеклопластиковых частей на базальтопластиковые. Проблема состоит в том, что при столкновении воздушного судна с птицами или другими предметами высока вероятность повреждения бортовой радиолокационной станции. И у стеклопластика недостаточно высокая термостойкость и низкий модуль прочности, и данный материал сложно утилизировать. Целью работы является изучение возможности применения базальтопластика в конструкции летательного аппарата. Для достижения этой цели мы поставили себе следующие задачи: провести обзор научного материала по изучению технологий изготовления деталей самолета из композитов, изготовить образцы базальтовой пластики, исследовать их свойства. Объектом исследования является самостоятельно полученный базальтовый пластик. Гипотеза: разработанный материал можно использовать в конструкции летательного аппарата, и данный материал уменьшит вероятность повреждения бортовой радиолокационной станции, и модуль упругости у базальтового пластика больше, чем у стеклопластика. Данная работа состоит из двух частей: теоретическая и практическая. Практическая часть состоит из двух этапов. Это изготовление образцов и проведение испытаний. Вот тут мы видим методы исследования. Прочность мы определяли в экспериментально-производственном комплексе Института физтех проблем Севера, а плотность определяли в условиях школьного кабинета физики. Вот тут приведена схема по тому, как мы получали образцы базальтового пластика. Вот на таблице мы увидим средние значения некоторых характеристик, полученных в результате испытаний. Для сравнения тут приведена таблица, где приведены некоторые свойства таких композитов, как углепластик и стеклопластик. Заключение. Проведен обзор научно-технического материала по изучению технологии изготовления деталей самолета из композитов. Образцы изготовлены, определены их свойства. Также рассматривается возможность комбинирования базальтового пластика с углепластиками. Мы выявили, что плотность наших образцов меньше, чем плотность любого металла, и предел прочности при сжатии базальтового пластика больше, чем у стеклопластика и углепластика.